Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камшик-Шара. Начнем выпуск с сообщения оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. Здравствуйте. Вот уже неделю ежедневно оперативный штаб докладывает обстановку у нас в республике. К счастью, на данный момент выявленных больных коронавирусом в республике нет. За сутки было обследование 9 человек. Все они прошли тест на коронавирусную инфекцию, коронавирус не был выявлен. В инфекционную больницу города Сухум обратилось 5 человек. Все они были обследованы, у всех у них диагноз ОРВИ. В Даутскую центральную районную больницу поступлений нет. Единый колл-центр за сутки обработал порядка 200 звонков. Благодарим население за понимание и в очередной раз просим вас соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в республике укрепляются стационарные милицейские посты и вводятся дополнительные, на которых также организовывается дежурство медиков. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой МВД. Усилена работа правоохранительных и спасательных органов. Въезд и выезд из Галского района ограничен. Карантинные меры усилены. В стране действует предприятие жизнеобеспечения. Жителям республики настоятельно рекомендуют выходить из дома только по острой необходимости, в магазин и аптеку. Людей на улицах Сухума стало гораздо меньше. Но на город, который живет в режиме самоизоляции, столица пока еще не похожа. По дорогам проезжают десятки автомобилей, хотя большинство водителей в масках. Несмотря на то, что введен режим чрезвычайного положения в связи с эпидемиологической ситуацией, при которой рекомендована самоизоляция, гражданам трудно менять привычный образ жизни. И пока еще не все серьезно относятся к данной ситуации. Органы правопорядка круглосуточно проводят информационную профилактику в этом направлении. Сотрудники управления госавтоинспекции курсируют по улицам городов и обращаются к жителям с призывом соблюдать режим ограничения. Уважаемые сограждане, соблюдайте все меры предосторожности. Не выходите на улицу без крайней необходимости. Не подвергайте опасности себя и своих близких. В целях профилактики распространения коронавируса в республике укрепляются стационарные и вводятся дополнительные милицейские посты совместно с медицинскими службами. В соответствии с приказом министра внутренних дел Рауля Смыр, с сегодняшнего дня на контрольном посту в районе Универсама дежурят сотрудники личного состава медико-санитарной части Управления тылового обеспечения МВД. Они будут не только мерить температуру тела людей, но и консультировать по вопросам применения мер индивидуальной защиты и дезинфекции. По данному приказу на период со 2 по 20 апреля текущего года только в столице организованы 4 поста, на которых задействованы сотрудники центрального аппарата МВД, УВД по городу Сухум, ОВД по Сухумскому району. Дислокация выездных нарядов обозначена на Красном мосту, повороте на Маяк, Универсаме и посту ДПС ГАИ «Маяк». Банки Абхазии перешли на ограниченный режим работы, а Национальный банк рекомендовал кредитным организациям осуществить реструктуризацию задолженностей заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось на фоне введения чрезвычайного положения. Председатель Национального банка Беслан Барателли рассказал, как работает банковская система страны в условиях карантина. Банковская система Республики Абхазия в условиях введения чрезвычайного положения в стране перешла на ограниченный режим работы. Речь идет о том, что практически все коммерческие банки сократили рабочее время до часу, до 2, до 3 часов. Каждый банк сам выбрал время работы. А закрыты некоторые отделения, ограничено количество работников в банках. Все это делается для того, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции и обеспечить здоровье как сотрудников банка, так и клиентов. Необходимо отметить, что в соответствии с рекомендациями санэпидемстанции проводятся все мероприятия, связанные с обработкой помещений, банкоматов. К сожалению, возможности обрабатывать купюры нету, поэтому рекомендация как можно меньше контактировать с наличностью, при возможности использовать
индивидуальные карты для оплаты товаров и услуг. А при общении к банкоматам не вводить пин-коды, сумму руками, стараться использовать перчатки и средства защиты. Хочу сказать, что в целом банковская система работает в обычном режиме, проводятся все платежи, поддерживается система. Были панические настроения в период введения чрезвычайной ситуации, закрытия границы, но они прошли, банкоматы выдержали нагрузку. В прошлом месяце было снято рекордное количество наличности. За один только месяц банковская система через банкоматы и посттерминалы выдала 1 миллиард 300 миллионов наличности. И преимущественно это было в период введения чрезвычайного положения, закрытия рынков. Но сейчас ситуация спокойна, стабильна. Хотел бы сообщить, что банковская система работает в обычном режиме, обеспечена наличностью. В случае выплат пенсии, зарплат, как обычно, наличности достаточно, никто не пострадает, все будет в обычном режиме. Призываю не паниковать, не нагнетать обстановку. Особенно я хотел бы обратиться к пенсионерам. Совсем скоро начнется выдача российской пенсии. В этом месяце она будет раньше, чем обычно, как обычно мы начинали с 18 числа в городе Сухум, далее 20 в Гудаутском районе и далее 24 в других районах Абхазии. В этом месяце Пенсионный фонд Российской Федерации перечислил пенсию пенсионерам раньше, чем обычно, поэтому она будет выдаваться тоже раньше. Просьба к пенсионерам не собираться большими группами у банкоматов с целью получения пенсии, стараться приходить не в первый день ее поступления в целях избежания распространения вируса и сохранения здоровья. Денег достаточно, еще раз повторюсь, не переживайте, всем хватит. Просьба не кучковаться, держать дистанцию и подходить к кассе желательно не в первые 2, а желательно и 3 дня начала выдачи пенсии. Учитывая сложную ситуацию в экономике, связанную с введением чрезвычайного положения и закрытием бизнеса у многих предпринимателей, возникают вопросы, связанные с тем, как обслуживать взятые ранее кредиты. Национальный банк с пониманием относится к проблемам людей, но тем не менее мы не можем обязать коммерческие банки приостанавливать начисление процентов или пересматривать графики. Но тем не менее мы обратились с рекомендацией к коммерческим банкам с просьбой учесть финансовое положение заемщиков. В случае, если у того или иного лица, индивидуального предпринимателя или фирмы возникли проблемы с ведением своей деятельности и значительно ухудшились финансовые положения, заемщики могут обратиться в банк с просьбой реструктуризировать. Что это означает? Осуществлять выплаты, возврат кредитов не в эти месяцы, когда в стране введена чрезвычайная ситуация, а в более поздние сроки, к тому моменту, когда ситуация наладится и восстановится бизнес. Тоже касается и людей, которые взяли зарплатные кредитные проекты. В случае, если возникнут такие проблемы, но я надеюсь, такого не будет, безусловно, банки будут реагировать. В первую очередь я хотел бы сказать о сберегательном банке, поскольку он является коммерческим банком, но государственным. Собственником сберегательного банка является Национальный банк. Поэтому клиенты сберегательного банка Абхазии, которые взяли ранее кредиты на бизнес-проекты, на иные цели, и у них значительно ухудшилась финансовая ситуация, могут обратиться в банк с просьбой о реструктуризации, о продлении срока и пересмотре графика возврата кредитов. В целом хочу сказать, что ситуация стабильная, банковская система работает в обычном режиме, все платежи проводятся, наличности достаточно. И самое главное в этой ситуации не поддаваться панике, а спокойно в обычной ситуации общаться с банком, приходить в банк и предусматривать все меры безопасности. Хочу добавить, что многие коммерческие банки, значительно сократив количество сотрудников,
впускают в помещение банков по одному, по два клиента, не более, за раз. Я хочу, чтобы вы с пониманием относились к этому процессу, поскольку речь идет о здоровье людей, о здоровье граждан Абхазии, поскольку значительное количество людей, которые одновременно заходят в помещения, небольшие помещения банков, значительно увеличивают риск повышения распространения этой инфекции. И в этой связи хочу сказать, что в этом месяце, опять же, в виде исключения, учитывая введение чрезвычайной ситуации, выдача пенсии, в частности в городе Сухом и в других городах, там, где при отделениях имеются банкоматы, будут осуществляться исключительно через банкоматы. Мы постараемся не допустить выдачу пенсий в помещении, где плохо проветривается, где есть риск распространения инфекции достаточно высокий, только через банкоматы на улице. И, естественно, сотрудники сберегательного банка будут помогать людям, которые не могут самостоятельно снять пенсию, с тем, чтобы облегчить им эту задачу. Сегодня президент Торгово-промышленной палаты Абхазии сделала заявление, в котором отмечается, что пандемия коронавируса нашла свое отражение на экспортно-импортных операциях республики. Если в самом начале карантин незначительно повлиял на деятельность обслуживающихся в ТПП экспортеров, то на этой неделе ситуация изменилась в худшую сторону. Экспорт полностью приостановлен, и большинство предприятий временно не работает. Некоторые предприятия, обладая оборотными средствами, смогут минимизировать издержки, но полностью прекратить работу и продолжать выплачивать заработную плату сотрудникам удается не всем. Тамила Мирцхулава считает, что продление карантина очень болезненно ударит по субъектам малого и среднего предпринимательства, особенно по микробизнесу. В то же время в ТПП понимают, что у государства нет дополнительных средств для поддержания бизнеса, поэтому здесь весьма положительно отнеслись к мерам, которые предприняло руководство республики в отношении предпринимательства, но считают, что этого недостаточно. Необходимо учитывать весь бизнес, а не только отдельные сферы деятельности. На весь период действия режима чрезвычайного положения следует приостановить уплату всех таможенных и налоговых платежей, в том числе и отменить ввозной НДС, считает Тамила Мирцхулава. По ее мнению, до момента прекращения действия карантина необходимо свести к минимуму налогообложения всего бизнеса. После того и после отмены чрезвычайного положения следует продлить этот срок еще на 1 месяц в целях реабилитации предпринимателей. В России за сутки выявлен 601 случай заражения коронавирусной инфекцией. И таким образом общее число заболевших достигло 4149. На сегодняшний день случаи заболевания коронавирусом выявлены в 78 российских регионах. Больше всего зараженных в Москве – 2923. Среди южных регионов лидером по числу заболевших является Кубань. Ежедневно внимание населения всего мира приковано к сводкам о количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. В Абхазии за этой информацией следят с особенной тревогой, так как многие наши соотечественники находятся в странах, где число пострадавших от COVID-19 особенно велико. Наши корреспонденты связались с гражданами Абхазии, проживающими в Америке, Италии, Великобритании, Израиле, Турции и России. Репортаж Алики Трапш. Коронавирус или COVID-19 стал сложным испытанием для всего мира. Ежедневно от вируса погибают тысячи человек. Впервые коронавирус появился в Китае в городе Ухань еще в декабре 2019 года. И хотя к февралю 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побежден, к тому времени коронавирус распространился по всей планете. И 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о мировой пандемии. На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки остаются мировым лидером по числу зараженных. Здесь число заболеваний достигло более 245 тысяч. Порядка 6 тысяч умерли от вируса. Выздоровели же от опасной инфекции более 9 тысяч человек. Самая сложная ситуация в Нью-Йорке. Наша соотечественница Лариса Авицба проживает в этом городе уже 25 лет. На сегодняшний день то, что происходит, никогда такого не было.
Этот вирус захватило все. Если месяц назад мы не верили в том, что не может такое быть, все смеялись, все дружно ходили везде, в рестораны, в бары, на улице, никто никого не слушал, нам говорили: сидите дома, а мы не верили. И вот этот результат на сегодняшний день, если месяц назад было 100 человек, то сегодня в Нью-Йорке 100 тысяч. Ребята, задумайтесь, это очень быстро, шустро захватывает этот вирус, мгновенно просто не успевают обслуживать, не хватает медицинский персонал, не хватает медсестер и врачей. Положение ужасное на данный момент, но все делает правительство для того, чтобы помочь и было меньше заболеваемых людей, потому что люди не слушались, должны были сидеть дома. Я вас прошу, сидите дома. Все это говорят, и я вам говорю. Италия на первом месте в Европе по распространению коронавируса. Эпидемиологическая обстановка в стране очень сложная. По последним данным, в Италии от коронавируса скончались порядка 14 тысяч человек. Число случаев заболевания достигло более 115 тысяч. Власти в стране ввели различные карантинные меры. Закрыты все заведения общепита, учреждения культуры, парки, спортивные залы. Даже запретили свадебные и похоронные церемонии. Из дома выйти можно только в аптеку и за продуктами. За нарушение карантина введены штрафные санкции. Наша соотечественница Шаризан Шункуба в числе заложников жестких карантинных мер. В связи с ситуацией, с кризисной ситуацией, которая сейчас сложилась во всем мире из-за коронавирусной инфекции, уже с 10 марта по всей Италии введен режим карантина официально. И мы, студенты, которые проживают в этом студенческом городке, строго соблюдаем все правила карантина. То есть уже с 10 марта я нахожусь в изоляции и не покидаю территорию этого кампуса. Конечно, по логике, в этой ситуации все университеты закрыты, наши занятия, встречи, определенные мероприятия отменены. И все, что возможно было перевести в онлайн-режим, переведено в онлайн-режим. Карантин помогает нам предотвратить распространение заражений. Он помогает предотвратить катастрофу там, где она еще не началась. И поэтому я очень прошу всех прислушаться и воспринять эту ситуацию всерьез и просто соблюдать все те меры предосторожности, которые сейчас нам нужно соблюдать. Великобритания, как и многие другие страны, ведет борьбу с коронавирусом. Гиви Тодуа, студент Нортумбрийского университета, рассказала о ситуации с COVID-19 в Лондоне. Ситуация в Великобритании на сегодняшний день все-таки оставляет желать лучшего. У нас в порядке 33 тысяч зараженных, 3 тысячи уже погибло от коронавируса. Это страшные цифры. И опять-таки на сегодняшний день, наверное, никто не может ответить на вопрос, когда это все закончится. Граждане Великобритании очень ответственно и очень строго к этому относятся. На сегодняшний день сформулировался общественный консенсус, что в борьбе с этим вирусом важна роль каждого из нас. И о тех мерах безопасности, о которых мы постоянно говорим, в плане того, что надо сидеть дома, самоизолироваться, не контактировать с людьми в лишний раз, не выходить на улицу по необходимости, играют очень важную роль. И именно от нас зависит дальнейшая динамика развития этого вируса и его последствия. Арица Анква проживает в Шотландии. Как сообщает наша соотечественница, буквально пару недель назад шотландцы не могли себе представить, что будут на карантине. Однако опасная инфекция с каждым днем все больше распространяется. По всей стране введен строгий режим карантина. Это означает, что нам позволено выходить из дома за исключительным случаем. В том случае, если нам нужны продукты, и один раз можно выходить для того, чтобы прогуляться 30-40 минут, не больше километра от своего дома. Мы реагировали по-разному. Когда это все началось, мы начали реагировать с шутками. Мы не хотели верить в то, что происходит. В Шотландии нам повезло больше, потому что число заражений меньше, чем в Англии. Это связано с тем, что Шотландия не настолько плотно населена, и с 3 недель, даже 2 недели до того момента, пока нас не закрыли на строгий карантин, многие люди стали выполнять самоизоляцию. Нужно просто понимать, что проблема существует.
Не позволяйте этой инфекции распространяться. Находите самое лучшее в своем сердце и прошу вас, берегите себя, потому что наша республика должна жить, она должна процветать. Я очень прошу, оставайтесь дома. Аюнушан хала, сшухот, аншада хулуб шотаха, хараиках цашигирачо. На сегодняшний день обстановка с распространением коронавируса в Австрии обостряется. Оно и неудивительно, ведь Австрия граничит с Италией. Число зараженных COVID-19 достигло более 11 тысяч человек. В Австрии также проживают наши соотечественники, которые призывают народ Абхазии соблюдать все меры предосторожности. هريا حسوي وجه يحلشوا ويو وهذا يحلشهم حيمكوا حرينو تقوشوا أوستراليا فيينا سوق سخوش سخوش خشارة يزجي أزوي حزيبة بدو أخا خاسي قحمترو سوق خندمو أري خو حشرزوها أسي نحجرو أما سيشس خطول راب خبسني أبسوي عن تري خشات. Израиль также в числе стран, в которых введен карантин. Выйти на улицу можно лишь за продуктами или лекарствами. Нельзя собираться в группы более 2 человек. Отменены молитвы в синагогах, закрыты все школы и университеты. В прежнем режиме работают только экстренные службы. Я из Абхазии, в данный период времени живу в Израиле. Мы на карантине уже 3 недели. Все общественные транспорт, аэропорт закрыты небольшие магазинчики, школы. Дети получают дистанционное образование. Можно выйти на улицу, посетив магазин продуктовый или аптеку, имея при этом маску на лице или перчатки. При входе в магазин вам могут измерить температуру, дать антисептик, чтобы вы могли спокойно пройти за продуктами. Пожалуйста, берегите себя. Этот период, конечно же, тяжелый, но мы можем посидеть небольшое время дома, а потом прийти обратно к привычному образу жизни. Желаю вам успехов. В Турецкой республике уже более 20 дней как введен карантин. Ведется активная борьба с нарастающей пандемией. Но статистика продолжает огорчать жителей. Ежедневный прирост числа инфицированных составил 16%. Прирост смертей 29%. Новости из Турции особенно тревожат, так как самая многочисленная абхазская диаспора проживает именно в этой стране. Але захаз сеги физдрович коронавирус зерхва амуксата адони хабалаги хасунего убрежа перхага хенза залшва حتى خاصة حتى ما كيت كسي حي عيبنا في زايبنا في مسافن أقوم زير سمت زيجة. سرارة تركتوا سخقو استنبول كلاكيتشا ويجام شتويت ونسو قويشتي ويجام شكرنتين حامو راب خزينا لغوزرا جزوك ويجاكرا كونا تشمزيوش يقواتني قزخا تتصاص في خزي خبيت غلازاشي جوجيبش نيزك راقرا تشمزيوش عقوب بسنا مكانا تشمزيو دقواتا مخا شكوش تشنزروب اسي تسالار تزحن أبني شق زروب أشحر شم زروب بابس إزبانو زر أري أشكا خشتورتا أخش مكانا يقرم زادست ناس حرا خشتورتا كشق جدروي تزحن شكوش نزروب أقوب زير شم زايد أبسو جلار زكي أشحر شم زايد أشحر حام زروب يحشحروب حقوق حمجروب Коронавирусная инфекция не обошла и Россию. Случаи заболевания зафиксированы в 75 регионах, в большинстве из которых введен режим самоизоляции для всего населения. Пока что жесткие карантинные меры будут действовать до 1 мая. أوان خزجو ماشينا كروما متروما شمخ زمزر ويخ يرخم ذكر خنيخ ويبرجو
Яззаауеит, дааныркылот, уабацо, ихы ицыхо яззааны, ижныҟа дыргьежьуеит, абас ауп ишыҟоу, убырҭқәа зегьы нас сеиздыруеит, аиҳабыра ҳамоуп ҳара Аԥсны, уи зыӡбаша, уи ҿыц инеизгьы, уаанӡа иҟан макьана аус зуагьы, убри зегьы иацклаԥшны иныҟәыргартә еиԥш иҟаҳҵароуп зегьы, уахь иҟоугьы, арахь иҟоугьы. Насгьы сара сгәаныла аамҭа бзиа роуит, уажәы аиҳабацәеи, аиҵбацәеи аҩны еидтәаланы иныҟәо аамҭала азыҳәан. Ҳара ижәдыруеит, ҳаиҵаханы ҳаҟоуп абызшәа азыҳәан, убри аҟнытә ари аамҭа ауаа шәхы ишәырхәар ҟалоит, аиҵбацәа рацәажәара, аԥсшәа дырҵара азыҳәан, ажәеинраалақәа дырҵара азыҳәан, аԥхьара, иҭаԥхьара, ҿырҳәала аҵара, абри зегьы ауаҩы игәгьы ҟанаҵоит, ибзиангьы далҵуеит, аха зегь раԥхьа иргыланы Анцәа дышәхашәмыршҭын. В Москве официально был введен режим изоляции с 24 марта по 30 апреля. Но несмотря на это, мы продолжаем работать в удаленном режиме. Безусловно, когда происходят такие события, в первую очередь мы задумываемся о наших близких и родных, которые находятся и проживают не только в России и за рубежом, но и в родной Абхазии. Обращаюсь к вам, абхазский народ, берегите себя и соблюдайте меры предосторожности. Когда мир проживает такие непростые времена, происходит переоценка ценностей. В связи с этим нам остается только верить и надеяться, что абхазский народ с Божьей помощью справится с этими обстоятельствами. На сегодняшний день в Абхазии нет ни одного лабораторно подтвержденного диагноза на коронавирус. Однако в интересах обеспечения безопасности граждан и противодействия распространению коронавирусной инфекции введено чрезвычайное положение. И так же, как во многих странах мира, наиболее ответственные жители находятся в самоизоляции на карантине. Ахучка сыманы адахьы ҳдәылҵӡом, сасра ҳныҟәаӡом, сан ааигәа дынхоит, аха уи лахьгьы ҳнеиӡом, избанзар ҳшәоит авирус лызнаҳгар ҳәа. Аиаша ҳәатәуп, имариам хҩык ахәыҷқәа аҩны удәылымӡакәа рбара, аха иҳалҳаршоит. Апластилин, амузыка, акәашара, ашәаҳәара, асахьаҭыхра, ари аҭагылазаашьаҿы зегьы ҳхы иаҳархәоит. Иаҳа ирацәаны ҳаԥхьо ҳалагеит алакәқәа. На время карантина самоизолировался в деревне. Надеюсь, что в скором времени все это закончится и мы вернемся к нормальному образу жизни. Просим вас проявить терпение и выдержку. Соблюдайте правила безопасности. Пожалейте своих родных и близких. Наши соотечественники, проживающие в разных уголках мира, где коронавирус ежедневно уносит жизни людей, не безразличны к тому, как будут развиваться события в Абхазии. Они лично столкнулись со смертельной опасностью и понимают всю серьезность ситуации. Необходимо прислушаться к их советам, остаться дома и соблюдать правила карантина. Только так мы сможем уберечь себя и своих близких. Алика Трапш, Фарида Джопо, Абхазское телевидение. В эти дни гражданам Абхазии звучит много призывов соблюдать карантин. Свое мнение о том, насколько важны все мероприятия, проводимые оперативным штабом по защите населения от коронавирусной инфекции, высказала главный врач республиканского кожно-венерологического диспансера и СПИД-центра Нателла Тапурия. В связи со сложившейся на сегодняшний день ситуацией, каждый из нас задумывается о том, стоит ли нам сидеть дома, зачем нам это надо, кому нам верить, кому не верить, потому что очень много слухов по телевидению, по интернету, и люди, конечно, задумываются и делают чаще всего так, как им хочется, как им это удобно. Очень много информации о том, как передается этот вирус. На сегодняшний день это доказательная медицина. То есть мы точно знаем, как передается этот вирус. Этот вирус передается от больного человека к здоровому. При чихании, при кашле. Называется этот путь передачи воздушно-капельный. Помимо этого, он может передать через различные предметы. То есть здоровый человек, придя в магазин, до этого побыл какой-то больной человек, чихнул на этот предмет, здоровый взял этот предмет, прикоснулся к рту, к носу, и таким образом происходит инфицирование.
Но ни одного, ни другого мы не можем в этом упрекнуть, потому что тот человек, который уже инфицирован, он может не знать о том, что он инфицирован. Это называется инкубационный период. Он проходит от 1 дня до 14 дней. То есть каждый из нас должен понимать, что мы, не зная о том, что мы инфицированы заведомо, можем эту инфекцию передать. Если эту цепочку оборвать и человек будет сидеть дома, то есть мы себя этим самым предохраним. И отсюда хочется сказать людям, что вот те пациенты, вот у нас очень много было сказано в интернете, очень много это муссировалось про ту пациентку, которую выяснилось, что она стала инфицированной COVID-19. Вот когда человек становится инфицированным, он хочет, не хочет, попадает в больницу, тем самым возникает карантин. То есть с ним контакта нет, я имею в виду обычных людей. Врачи знают о том, что этот пациент инфицирован, и тем самым он в закрытой зоне. Он лечится, занимается своими вопросами, и для нас, для других людей он не становится заразным, не представляет какую-либо опасность. Опасны те люди, с кем этот пациент контактировал. Но в данном случае я призываю население доверять врачам и доверять эпидемиологам, которые знают четко, как себя вести в данной ситуации. То есть у нас есть по ВОЗовским протоколам конкретные прописки, то есть прописано, что и как надо делать. И обычный человек, он с этим не сталкивается, он не знает, как это делать. Просто доверяйте врачам и эпидемиологам, которые знают, будут выявлять контакты и знают, как с этими людьми разговаривать, чтобы они были тоже в карантине. Мы столкнулись с такой ситуацией, когда в интернете были выставлены имена, фамилии, отчества тех пациентов, которые могли быть контактными или контактировали с пациентами, или сами пациенты, что категорически неверно. Это только конфиденциальная информация. В конце концов, это затрагивает права человека. Конфиденциальность должна быть соблюдена. Хочется сказать о человечности. Прежде всего, каждый из нас должен задуматься. Каждый из нас может столкнуться с такой проблемой. И надо подумать о том, хотели бы мы, чтобы наши данные стали всеобще раскрыты в данном случае. Обращаясь к населению, очень хочу вас попросить. Продолжайте соблюдать карантин, сидите дома, потому что цепочку, которую можно прервать, и в наших силах мы должны прервать. То есть мы должны спасти себя, нашу Абхазию. Всем желаю здоровья. Спасибо за внимание. Как известно, согласно распоряжению исполняющего обязанности президента Валерия Абганба, все въезжающие в Абхазию граждане, прибывающие из стран с зафиксированными случаями коронавируса, должны быть изолированы в обязательном порядке. Для этих целей в 5 районах республики подготовлены специальные объекты. Чтобы узнать, сколько человек прибывает в страну и как они размещаются на карантин, сегодня на АКПП ПСО выехала наша съемочная группа. Репортаж Саида Джарсаля. Еще 20 марта для защиты населения от завоза и распространения коронавирусной инфекции Министерством здравоохранения и социального обеспечения на КПП ПСО был установлен тепловизор. Всем гражданам, въезжающим на территорию Абхазии, несколько раз измеряют температуру тела. Также в обязательном порядке через тепловизор проходят водители как легковых, так и грузовых автомобилей. Кроме того, граждане должны предъявить документы и назвать цель въезда в республику. Я находилась в городе Сочи, я там учусь, студентка, и вот когда ввели карантин, я сама там была на самоизоляции. Мы рассчитывали на то, что с понедельника мы выйдем на работу, но так как карантин продлили, мне там делать нечего, поэтому я сейчас еду домой. И, конечно, буду находиться в самоизоляции, мое здоровье мне дороже. Едем в Белгородскую область, город Алексеевка, везем подсолнечное масло, Гагру. Руки моем специально с хлоркой. Бережемся, но, как говорится, Бог бережет. Помимо всего, пограничники записывают все данные о месте пребывания гражданина и его телефонный номер. Далее эта информация направляется в силовые органы соответствующего города или района. По словам представителей погрануправления, за сутки до 100 граждан республики возвращаются на родину из Российской Федерации, но их количество постепенно уменьшается. Я 20 числа въехал отсюда, поехал в больницу. 2 числа выписался,
Поехал дочку, лекарство купил, сегодня еду домой, вот здесь Абхазия. Вот здесь с Алмой живу. Конечно, нужно соблюдать безопасность. Да, чтобы как бы и мы были спокойны, и другие люди были спокойны. Вот направляемся с поселка Дагомыс домой в Очимчиру. Рядом с КПП находится передвижной медицинский комплекс, в котором круглосуточно дежурит бригада медицинского управления МЧС Абхазии. При обнаружении у человека повышенной температуры и симптомов коронавирусной инфекции его незамедлительно госпитализируют в специальные подготовленные медицинские учреждения. Первичный контроль мы принимаем людей здесь. Сначала, если человек идет пешком, мы ему даем отдохнуть, чтобы тепловизор нас не подвел. Затем, как отдохнет, мы его пропускаем через тепловизор. Тепловизор, если мы засомневались, что-то не так, значит, мы ему даем другой аппарат. Если тот аппарат, если мы не засомневались, мы даем обыкновенный градусник даже. Затем у нас пограничники смотрят, регистрируют паспортные данные, и мы одновременно устно у них спрашиваем, пока пограничники работают, одновременно берем их данные, записываем адреса, и каждые 2 часа мы докладываем наверх, а там уже передается в СГБ, СГБ уже распределяет вот эти сводки по, значит, куда человек доехал, за ним нужно смотреть, будет ли он в соответствующие дни, 2 недели карантин дома сидеть или нет. У нас нету еще такого, чтобы в указе, чтобы штраф был, но, конечно, это хотелось бы, чтобы было на самом деле. После проверки въезжающих в республику уведомляют о необходимости самоизоляции в течение 14 суток. Здесь нужно отметить, что согласно распоряжению исполняющего обязанности президента Валерия Абганба, все граждане, прибывающие из стран с зафиксированными случаями коронавируса, должны быть изолированы в обязательном порядке. Решение о том, что все граждане, въезжающие в Абхазию, должны в обязательном порядке проходить процедуру самоизоляции, было принято после того, как 29 марта на территорию Абхазии въехала гражданка Хицурьяни. Стоит отметить, что она также проходила всю необходимую процедуру для пересечения границы, но никаких симптомов у нее не было выявлено. На сегодняшний день ежедневно границу пересекают до 100 человек. Они отказываются находиться в специализированных объектах под наблюдением врачей. Они едут к себе домой, к своим семьям. Есть ли у них коронавирус? Когда он проявится и сколько человек они смогут заразить? Вопрос остается открытым. Саид Джарсалия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение, ПСОУ. Вот уже неделя, как в стране введен режим чрезвычайного положения. Однако многие граждане пренебрегают мерами предосторожности и не соблюдают карантин. Репортаж Гугуцы Вардания. В республике уже неделю объявлен режим чрезвычайного положения. Правительством предприняты все меры для соблюдения в стране карантина. Закрыты рынки, многие госучреждения, объекты питания. В выпусках новостей по всему миру людей призывают не выходить из дома, и Абхазия не исключение. Все происходящее напоминает сюжет фантастического фильма, в котором самоизоляция играет главную роль. Если в первые дни карантина на улицах города было практически пусто, то сейчас в Сухуми можно увидеть немало народу. А это противоречит всем правилам чрезвычайного положения. Жители столицы объясняют это тем, что просто устали сидеть дома. Погода хорошая, во-первых, люди, видимо, тоже устали. Вот знаете, все время дома сидеть тоже, значит, тяжеловато. Но я вот вижу, здесь вот проходят, видите, они соблюдают вот те правила, которые вот обычно нам говорят по телевизору. Вот видите, в масках все дистанцию держат, значит, друг друга не общаются. Ну, тоже нежелательно, конечно. Карантин соблюдаете? Да. Вот на улице как вы ходите, по необходимости только? Да, только по необходимости. Соблюдаем, конечно, все меры предосторожности. Обязательно это в целях нашего сохранения здоровья, себя и близких наших. Обязательно, вот мы сейчас, конечно, вышли вот тут на секундочку, вот. Ну, а так во все учреждения, магазины, во все общественные места обязательно перчатки и маски, и это очень серьезно. Если часть горожан все же пытается соблюдать карантин, то есть и те, кто безответственно относится к установленным правилам. Карантин не соблюдаю. Не надо мне так карантина, мне уже 74 года. У лохинца, от этого не уйдешь.
И такого же мнения некоторые из опрошенных нами граждан республики, отказавшиеся озвучивать это на камеру. По их убеждению, вирус в Абхазию не придет. Но есть горожане, которые осознают опасность ситуации и соблюдают режим карантина, выходя из дома только по необходимости. Карантин соблюдаем, стараемся соблюдать. Моем руки, одеваем перчатки, маски и лишний раз не дотрагиваемся ни до чего. Разные люди, разные мнения, но при этом упускается из виду, что чрезвычайное положение само по себе требует обязательного исполнения предписанных правил. Здесь недопустимы такие доводы, как «устали» или «надоело». Опасность проникновения на территорию Абхазии коронавирусной инфекции увеличивается с каждым въезжающим в нашу страну человеком, даже если это гражданин Абхазии. Сейчас наступил тот момент, когда соблюдение ограничительных мер особенно важно. Наступило то время, когда нам всем нужно до такой степени собраться и исполнять все то, что предписано нам нашими руководителями, нашим Минздравом в полном объеме. Почему? Потому что к нам возвращаются те люди, которые были в Москве, были на учебе, на работе. Возвращаются из-за того, что их там распустили. Они там не находятся, не могут оставаться. Это наши близкие. Они, может быть, неосознанно это сделают, но могут привести нам эту инфекцию. Поэтому, если мы не будем выходить на улицу, если мы будем оставаться дома, будем соблюдать все меры самоизоляции, мы разорвем ту цепочку, которая бы имела место быть. Сухумский центральный рынок закрыт с 28 марта, но сегодня, как и всегда, здесь многолюдно. Граждане пренебрегают даже элементарными средствами защиты, не одевают маски и не соблюдают дистанцию. Люди выходят за продуктами питания в магазины. Например, у кормилицы образовалась вот такая очередь. Сюда запускают по несколько человек и в масках. Если внутри магазина дирекции введены жесткие правила, то на улице они не соблюдаются. Столпившись, люди без масок на очень близком друг к другу расстоянии подвергают себя риску. Возникает вопрос, понимают ли граждане, для чего введены ограничительные меры? Честно говоря, первый раз вышла вот на рынок. Сидим дома, у нас частный дом, поэтому нормально. Соблюдаем. Вот как у вас проходит карантин, как вы на улицу выходите? Вот мы в неделю один раз выходим на улицу за продуктами и дома сидим. Соблюдаем, просто вот вы вышли продукты купить. Неважно, вышли вы на улицу на час или на минуту, даже в этом случае все же необходимо не пренебрегать мерами предосторожности. В Абхазии, в отличие от других стран, пока нет заболевших, и может именно этот факт дает людям повод не беспокоиться. Неужели должны появиться заразившиеся и пострадавшие от этого смертельно опасного вируса, чтобы наш народ одумался и изменил своим привычкам? Но запоздалое осознание серьезности ситуации уже не поможет тем, кто станет жертвой болезни. Пока никто не может прогнозировать, когда закончится пандемия, охватившая весь мир, и когда будет отменен режим карантина. Но очень важно одно – осознавая серьезность ситуации, сберечь себя и своих близких. Гугут Савардания, Руслан Орлов, Алексей Баструков. Абхазское телевидение. Почти 50 миллионов рублей составили добровольные пожертвования в помощь Абхазии. Московская абхазская диаспора собрала более 6,5 миллионов рублей. Движение предпринимателей Абхазии «Мы вместе» собрало более 42 миллионов рублей. Эти средства направляются на приобретение медикаментов и медоборудования для Абхазии в целях защиты населения республики от коронавирусной инфекции. На сайте движения «Мы вместе» можно ознакомиться не только со списком поступлений, но и с тем, на что конкретно направляются собранные средства. В связи с введенным в стране чрезвычайным положением объявлен карантин. Некоторые наши граждане рады наконец-то побыть дома, а для других самоизоляция оказалась тяжким испытанием. Чем заняться в домашнем заточении, чтобы не терять время зря и не падать духом? Репортаж Эсмы Гуланце. Благодаря техническому прогрессу однообразные карантинные будни можно скрасить культурной программой. Крупные мировые музеи, такие как Третьяковская галерея, Эрмитаж, Лувр, Сикстинская капелла, Музей современного искусства в Нью-Йорке предлагают посетителям виртуальные туры. Так, не выходя из своей квартиры, можно любоваться лучшими образцами искусства. По всему миру театральные и концертные площадки переносят свои выступления в интернет-пространство. От тенденции не отстает и наш Русдрам, который ежедневно проводит онлайн-трансляции с участием актеров театра.
Страшное видение рассеялось, но тяжелое предчувствие все еще не оставляло. «Нет, не случайно привиделось мне это», — думала она холодея. «Наверняка случилось непоправимое». Самым популярным развлечением во время карантина остается просмотр фильмов. Из-за коронавируса множество киносервисов открыли бесплатный доступ к своему контенту. Кроме того, у каждого из нас есть список книг, которые давно хотелось прочитать. Если его нет, определиться с выбором помогут книжные блогеры. Сейчас не время читать сложные апокалиптические романы. Зачем? Лучше уделить время литературе по искусству. Ведь она способна успокаивать, дарить радость, даже помогать избавиться от депрессии и бессонницы на фоне тревожности. Я, например, в своем книжном блоге в Инстаграм решила читать по вечерам детям сказки в прямом эфире, чтобы их родители имели возможность отдохнуть и уделить время себе. Или же, наоборот, вместе со своими чадами погрузиться в сказочный мир детской литературы. Многие музыкальные исполнители решили поддержать слушателей, находящихся в изоляции, и провести онлайн-концерты. Для поклонников почти ежедневно выступают известные российские и зарубежные звезды. Помимо развлечений можно заняться саморазвитием. Сейчас в интернете легко можно найти обучающие курсы, мастер-классы и вебинары на самые разнообразные темы. Множество свободных вечеров в домашней обстановке могут стать отличным поводом освоить или подтянуть иностранный язык. Об онлайн-обучении можно говорить очень долго, но хотелось бы выделить самые основные моменты. Во-первых, можно работать с любого места и всегда выглядеть профессионально. На лекцию никто не опаздывает, так как с помощью мобильного приложения можно подключиться к занятию даже с мобильного. Онлайн-обучение позволяет выбрать не только время и место удобное, а также выбрать свой собственный темп обучения. В любое время можно связаться с преподавателем по чату, по почте или аудио-видеосвязи. Огромным минусом данного обучения может быть только то, что ученику может не хватать личного контакта с преподавателем и остальными учениками. А онлайн-обучение – это всего лишь формат, который не трансформирует содержание учебной дисциплины и никак не противоречит фундаментальным принципам педагогики. Испанский язык, который я преподаю в Skype, это тот же испанский, который я объясняю, стоя у доски в классе. Конечно, рано или поздно карантин закончится, а новые знания, навыки и умения останутся с вами. Эсма Голанзе, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу ночью, утром временами дождь, в воскресенье без осадков, утром туман. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 12-17, температура морской воды плюс 12 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.